Всем привет! Сегодня мы находимся в Синема-центре, где у нас проходит премьера нового фильма «Мстители». Давайте же узнаем ожидания наших зрителей. Вперед! Ожидаю то, что никто не ожидает. Вот так. Вот такой вот у меня ответ. Он завел меня в тупик, Майя. Он сзади, да? Нет. Можно идти? И без спойлеров расскажи нам свои впечатления. Я ненавижу Таноса. Я ненавижу братьев Руссо за то, что они сделали. Я их люблю и ненавижу. Там было много слез, криков, аплодисментов во время появления определенных персонажей. Это было круто, это было сверхэмоционально. Здравствуйте. Я потом появлюсь. Привет, с вами Рая, и мы готовы к обсуждению фильма «Война бесконечности». Всем привет, с вами канал Ветви, и меня зовут Алексей. И Лера. Мы записываем для вас очень интересный сюжет о новой вышедшей новинке, фильм «Мстители». Новой вышедшей новинки. Может, вопрос Можно задашь? вырезать что-нибудь из этого. Те, кто видел фильм «Мстители» 2012 года и идут на эти «Мстители», скорее всего, много чего не поймут, потому что за это время в киновселенную Марвел прибавилось очень много персонажей, было очень много сюжетных линий. Но, тем не менее, фильм развлечет любого человека, который пришел на него, хотя бы потому, что там очень много шуток. Да, юмор там классный. Если вы не смотрели некоторые части, вы ничего не поймете. В смысле, почему? Нет, 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 да, нет. Да. Ну вот смотрите, действие фильма, что нет. То, что, типа, ты ничего не поймешь. Я ничего не поняла. Просто понимаешь, типа, как бы я ни на что не намекаю. Нет, просто Можно есть... его бить? Как минимум нужно посмотреть фильм «Тор Рагнарёк», в конце которого появляется корабль Таноса, и в «Войне бесконечности» фильм с этого начинается. Фильм мне с первого взгляда определенно понравился. Мне нет. Почему? Они пытались сделать фильм, где будет куча героев. В итоге напихали кучу героев, и каждый не успел должным образом раскрыться. Он умер, и на этом сделали такой акцент, типа... Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Никто из героев не тянул на себя одеяло. Была какая-то история, в которой просто участвовали известные нам уже давно до этого раскрытые герои. Что еще можно нового о них рассказать? Конечно, были такие странные моменты, как встреча Халка, то есть Брюса Беннера, и Черной Вдовы. То есть, как я считаю, это было очень скучно. Да, момент упущен. Вот видишь, все ждали чего-то интересного, а они такие типа... Привет. Но ведь это, понимаешь, когда перед тобой задача спасать мир, ты не думаешь об отношениях. Чё это? Неправда. Неправда. В любой момент думаешь. Тут две девушки и один парень. Я не могу, типа, как-то доказать что-то. Ну, это фильм не сольник, это фильм, касающийся именно Таноса. И если брать Таноса, то его история, она раскрыта хорошо. Ты понимаешь этого злодея. Мы можем дать друг другу 5? Да. Нет, ты вдруг... В этом фильме мы можем увидеть историю Таноса, понять его намерения, почему он поступает именно так, возможно, даже согласиться. Он, наверное, один из самых раскрытых злодеев вот этой киновселенной, потому что я, наверное, не помню злодея лучше. Все просто понятно, как будто сделано для галочки. Типа, да, они там мутили, покажем, что они поздоровались. Ты хотела драматургию на уровне реквиема по мечте или как? Чтобы там люди бегали, умирали, чья-то мать кричала своему ребенку, типа, пожалуйста, вернись. Что там должно было быть такого, чтобы тебе этот фильм зашел в плане сюжета? Смотри, должны были показать силы, которые присутствуют у персонажа, Ваня. Это Леша. Гамора что-то говорит, такая, вот у нее тут прядь развивается, и кончики пропадают. Да, это правда. Хоть в чем-то он со мной согласен. И костюм Железного Человека периодически тоже как-то очень странно выглядел на нем, как будто у него лицо просто прикреплено. Да, это когда, как бы так и есть. Да, не перебивай. Тот же Доктор Стрэндж, например. Он открывает порталы и закрывает их. Да, потом какой-то приспешник Таноса, какое-то чудище прыгает в эти врата, попадает в какую-то зиму. Врата закрываются, ему отрубают руку. Почему они не выкинули так самого Таноса? Потому что он тяжеленький. Во-первых, это просто развлекательное кино. Когда ты его Вот смотришь, у тебя давайте не должно всё теперь возникать к этому таких вопросов. сводить. Ну, понимаешь? Тут в сюжете дырень. Ну, это же развлекательно. А почему ты не спрашиваешь, скажем, в отличном фильме «Побег из Шоушенка», когда человек ползет по канализации, когда человек ползет по канализации, потом остается живым, а ведь в канализации очень много микробов, он ведь мог просто умереть, типа, от каких-нибудь анальных полипов.
В этой передаче можно говорить слово «анальный полип»? Ну почему? Будь здорова. Сюжет, конечно же, не идеален, но это не причина того, чтобы не идти на этот фильм. Предупредим наших зрителей, то, что фильм обрывается на самом интересном моменте. Да, черт возьми, это типа только первая часть. Я, когда, например, шел на этот фильм, не знал то, что он так закончится. А заканчивается он на очень грустном моменте, даже грустнее, чем Логан, скажет. Замолчи по поводу Логана. Ты не смотрел Логана? Первое, что мне понравилось, это то, что фильм несет в себе сразу несколько жанров. Там просто есть все. То есть в этом фильме вы можете и поплакать, и посмеяться, и все одновременно, и сопереживать персонажей, и болеть за персонажа. Все предположения, которые строили фанаты, оказались в итоге неверными, и это очень классно. Это большой плюс фильма, потому что мы ожидали одного, увидели совершенно другое. Мне очень понравилось то, где оказался камень души. Это тоже относится к тому, что строились предположения многочисленные, но все оказалось не так просто, как думали. Вот мы говорили о развитии героев в этой части. Мне кажется, больше всего и интереснее всего раскрыли все-таки Брюса Беннера, то есть Халка. Например, я бы никогда не подумал то, что он сам, как человек, как личность, может сражаться со злодеями. То есть, да, у него, конечно, был костюм Халкбастера, но он сам им управлял. Это была именно его человеческая личность. Потому что до этого, конечно же, все думали, что он, как супергерой, вообще не представляет из себя ничего без своего альтер-эго. И было как раз приятно увидеть то, что на самом деле он крутой парень, и он может все сделать сам, если захочет. Мы наконец-то увидели противостояние Беннера и Халка. До этого не было никаких эмоций вообще от этого персонажа. Нет никакого отличия, кроме того, что это какой-то зверь, как он его называл. А здесь мы это видим. Мне понравился Человек-паук и то, как он себя вел. Его юморок. Доктор Стрэндж. О, выпендриваться будем? Тогда я Человек-паук. При этом такое отношение к Железному человеку очень. Так относился к нему, будто его отец, с таким уважением и трепетом, что ли. Как вам состав актеров в «Войне бесконечности»? Я так понимаю, не было ни одного нового актера. То есть все уже участвовали в каком-то Не образом было съемках. Соколиного глаза и Человека-муравья. Я, кстати, был Человек-муравей, я совсем не понял объяснения. Не заметил, наверное. Фильм очень динамичный, мы постоянно перемещаемся, то есть мы то в Ваканде, то на Титане, то еще на какой-то планете, то мы ищем один камень, то мы на корабле асгардцев, то мы на корабле Стражи Галактики. Ты не успеваешь заскучать. Лично я бы фильм посмотрела еще раз и предыдущие части, чтобы все-таки побольше углубиться в сюжет. Конечно же, ясно, зачем делаются такие фильмы, как сборные солянки со всеми супергероями, чтобы ты ходил и пересматривал следующие фильмы, прошлые фильмы, чтобы у тебя в голове складывалась полная картина. Студии это приносит, конечно же, колоссальные деньги, но, тем не менее, зрители, они тоже остаются не в проигрыше, потому что мы получаем огромную кучу эмоций, приходя на сеансы с этими фильмами, и просто радуемся жизни. Поэтому этот фильм, конечно же, нужно посетить, потому что вы увидите, на каком уровне сейчас находится Голливуд в плане продакшена, в плане съемки и вообще, какие сейчас фильмы интересны молодежи, если вы старая бабушка. Я не могу сейчас дать какую-то точную оценку или определение своим чувствам и эмоциям после просмотра этого фильма. Это какое-то восхищение, смешанное с опустошением. Я не знаю, как бы странно это ни звучало, но фильм мне определенно понравился, и, наверное, это действительно одна из лучших работ этой киновселенной. Вы смотрели канал Ветви, смотрите также хорошие фильмы, и с вами были Алексей и Лера. Всем пока! С вами была Рая, всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИН.